21 ноября мы отмечаем Всемирный день телевидения. С чем я поздравляю всех телевизионщиков Чеченской Республики и, конечно же, Российской Федерации. С праздником, коллеги! С праздником, друзья! Ассаламу алейкум, добрый вечер, дорогие друзья. Это программа «Актуальная тема» на телеканале «Войнах» и заместитель директора ЧГТРК Грозной Луиза Батырова, заслуженный журналист Чеченской Республики. И мой первый вопрос. Скажите мне, Луиза, что собой сегодня представляет чеченское телевидение? Это очень хороший вопрос. Чеченское телевидение, все журналисты, которые работают в СМИ Чеченской Республики, естественно, любят наше телевидение, наши телеканалы. У нас, как вы знаете, 3 основных телеканала. И по мне, все эти 3 телеканала занимают уникальное место в контексте российских СМИ. Именно своей идентичностью, именно своей региональной идентичностью. И наши телеканалы активно участвуют в жизни нашей страны. Соответственно, мы поддерживаем все федеральные проекты, все федеральные программы, сотрудничаем активно с федеральными СМИ. У нас очень много интересных проектов, которые мы совместно реализуем. И тем самым мы нашу республику показываем в хорошем ключе, то есть повышаем популярность нашего региона. Это обмен, культурный обмен в первую очередь. И в российском медиапространстве, в российском, можно сказать, медиа-пейзаже, наверное, я сказала бы, так будет как бы Хорошо интереснее. сказано. Да. Наши телеканалы представляют нашу культуру, язык, традиции, тем самым расширяя аудиторию, тем самым показывая, рассказывая о нашем чеченском наследии и, соответственно, создавая популярный и положительный имидж нашего региона. А как зародилась ваша история с телеканалом Грозный? Что побудило вас именно войти в эту индустрию? Как телевидение стало частью вашей жизни? Вот такой вот немножечко длинный вопрос. Прошу. Вообще мне с детства нравилось общаться с людьми, быть в гуще каких-то событий. И я писала стихи, но это было в Не знал. детстве. Да. Не знал. Сейчас, конечно, я не пишу стихи, но было А такое. почему? И как-то я закрыла эту страницу своей жизни. В принципе, даже мои родители не знали о том, что я вообще Хотел бы что-либо почитать пишу. ваши стихи. Ну, может быть. Договорились. Прошу, прошу. И в целом мне нравилось писать. Я вот подумала, что если у меня получается, то, соответственно, я могу как-то реализовать этот свой творческий потенциал. И поэтому я поступила на факультет журналистики, хотя мне нравилась еще очень история, и я думала, рассматривала поступить на факультет исторический и журналистик. Вы закончили, насколько я помню, Кубанский. Да, Кубанский университет. Да. Специальность журналистика. Да. Я прав? И телевизионная именно. Специальность телевизионная журналистика. И как да. Грозный? Ну, на то время министром печати был Мусар Ибрагимов. Он был коллегой моей мамы. И вот он узнал о том, что я учусь на журналистику, и пригласил, сказал: вы возвращайтесь в республику, будет место работы. И вот так вот я приехала. Ну, вообще, изначально в Краснодаре я работала, вообще мой путь начинался с газеты «Кубанские новости». Это были новостные статьи, именно в форме репортажа. Но мне это не нравилось, если честно, потому что я хотела именно вот работать на телевидении. Когда я приехала в Грозный, первое, я пошла на ГТР, тогда Грозный назывался ГТР, и там мне предложили работу радиоведущей. Но
Так как у меня, я, по крайней мере, каждый человек самокритичен, и я считаю, что у меня не такая идеальная дикция для того, чтобы работать радио. Потому что, по мне, на радио должны работать именно журналисты с идеальной И дикцией. вы поэтому начинаете работать корреспондентом новостной службы? Да. Потом я устроилась, ну, не было вакансии на ГТРе, именно в новостях, и я пришла на «Войнах». И вот на «Войнахе» тогда директор Беслан Халадов, он мне сказал: будем смотреть, если справишься, то возьмем на работу. Посмотрели? Посмотрели. Справились? Я месяц стажировалась, и я помню мой первый сюжет, и он был достаточно такой проблемный. Там тема была про пункты выдачи сим-карт. Наверное, помните такие пункты? Там были огромные очереди, и люди там с утра становились, занимали очередь, пытались купить эти сим-карты. И была проблема какая? В том, что люди в форме приезжали на машинах крутых и скупали полностью эти сим-карты. И то есть люди, которые целый день стояли и оставались без покупки. И в итоге вот эта проблема, она все большим комом вырисовывалась, эти недовольства Начинали людей. корреспондентом новостной службы. Да. И был сюжет с такими громкими там фразами: люди в форме давлеют над обществом и так далее. Ну, в общем, этот сюжет понравился нашему директору, и он меня взял на работу. И вот я начинала свой путь именно с корреспондента, потом я работала год продюсером, именно информационной редакции, затем шеф-редактором, после уже ведущей телепрограммы «Доброе утро». И потом в 2011 это году было, я перешла на Грозный, и оттуда с корреспондента первой категории вот до сегодняшней должности. Можно сказать, вы проделали весь путь телевизионного журналиста, начиная от корреспондента новостной службы, сейчас вы заместитель директора ЧГТРК Грозно. А скажите мне, что приносит наибольшее удовольствие в профессии телевизионного журналиста? А что вызывает сложности? Наверное, для меня в первую очередь это возможность донести до телезрителя актуальную, объективную информацию и востребованную в первую очередь. Также, мне кажется, это возможность создавать интересный контент, то есть реализовать свой творческий потенциал. И, соответственно, мне нравится то, что в нашей профессии у нас есть чему учиться всегда, куда идти, куда расти. То есть мы всегда должны быть в тонусе. Но если говорить именно о сложностях, то, скорее всего, лично для меня какие бывают сложности. Ну, уже с опытом я к этому тоже привыкла, но своим коллегам, новым журналистам я в первую очередь говорю, что нужно быть стрессоустойчивым, потому что именно под давлением времени, когда нужно материал сделать быстро его выпустить в эфир, многие, и еще бывает многозадачность, то есть мы не можем там на одном тексте зацикливаться, там надо сделать съемку, нужно делать монтаж, бывают какие-то дополнительные поручения, и, соответственно, у нас профессия такая многозадачная, и, соответственно, бывает такое, что журналисты не выдерживают, стрессуют, и тогда, мне кажется, нужно взять себя в руки, потому что профессия журналиста, да, она сложная, но все профессии сложные. Нет такой профессии, где не было бы сложностей. Поэтому наша задача работать спокойно, выполнять качественно свою работу. Понятно, принимается. Смотрите, существует мнение, что тележурналистика – это не просто работа, это к тому, что вы сейчас сказали, а образ жизни. Вот как это проявляется на вашем опыте? Во-первых, хотелось бы сказать, что каждый журналист, он предан своему делу. Но у нас работа по нестандартному графику, я бы сказала бы.
То есть мы вечерние, ночные, выходные смены берем на себя, и, соответственно, в любое время мы бываем на работе. И когда нужно что-то резко, какой-то материал сделать, то, соответственно, каждый из нас не обращает внимания на то, что там дома какие-то проблемы и так далее. Главное выполнить свою работу качественно. И, наверное, именно это и есть то, что ты живешь на работе практически. Это и есть образ жизни. Это и есть Мы образ подтверждаем. жизни, да, потому что ты живешь на работе. И плюс еще я бы хотела что отметить. Журналисты, даже вне работы, они вот постоянно ищут какую-то информацию. То есть какие бы события ни происходили в вашей личной жизни, вы всегда думаете: так, эта информация интересна для, может, какого-то новостного сюжета или какой-то программы, этот человек интересно говорит, можно его пригласить на какую-то определенную там передачу и так далее. То есть журналист всегда анализирует, и поэтому профессия становится образом жизни. То есть мы до мозга костей все журналисты. Я думаю, что тот, кто хоть раз поработал у нас и посвящает всю свою жизнь именно этой профессии. Вы сегодня на посту заместителя директора Чеченской государственной телерадиокомпании «Грозный». Вот скажите мне, Луис, какова основа, суть вашей роли в государственном телевидении? Ну, я уже работаю не первый год в этой сфере, уже 20 лет есть. Это уже срок. Да. Я рада тому, что у меня есть возможность выполнять поставленные задачи нашим главой Чеченской Республики, героем России Рамзаном Ахматовичем Кадыровым. То, что мы можем популяризировать наш регион в общероссийском, общемировом информационном пространстве. И на каждом из нас лежит большая ответственность. Поэтому главная задача наша — выполнять работу. А не сложно работать заместителем директора такого предприятия, как ЧГТРК «Грозный»? Конечно, это очень сложно. Сложно. Почему? Потому что на каждом из нас лежит большая, да, ответственность. Именно ответственность. То есть я знаю то, что если я сегодня, не бывает такого, что человек не ошибается. Все мы ошибаемся, и какой бы опыт ни был, бывают такие моменты, когда человек, может, просто устал и как-то мог пропустить какую-то ошибку и так далее. Но ежедневно я работаю над собой, стараюсь сделать так, чтобы у нас наш эфир был максимально качественным, и, соответственно, трудно работать с людьми. Всем трудно взаимодействовать, находить контакт, общаться. То есть нужно быть максимально коммуникабельным. Поэтому, и вам это удается? Я знаю это. Надеюсь. Я знаю это. Надеюсь. Как формируется кухня новостей? Вы корреспондент бывшей новостной службы. Вот как все это происходит? Для наших телезрителей это будет интересно. Прошу. Все, кто хотя бы раз побывал у нас в редакции, в студии, всем бывает очень интересно. Почему? Потому что, по мне, новости — это мозг любого телеканала. И многие люди, даже не побоюсь этого слова, многие люди думают, что телевидение — это и есть новости. То есть большинство, вот практически, наверное, 90% наших телезрителей, они смотрят новости. И, соответственно, на нас лежит большая ответственность. Наша главная задача — показать эти новости так, чтобы людям было интересно. То есть нелегко сохранить зрителя от начала выпуска до конца. То есть мы должны работать настолько качественно, чтобы зрителям было интересно смотреть, что они смотрят. И, естественно, это большой труд огромной команды. Это не просто один журналист, соответственно. Это работа, начиная от водителя, который нас везет на выезд, на съемки, заканчивая режиссером монтажа, заканчивая
эфирщикам. В общем, это огромная работа большой дружной команды информационщиков. Это общая большая кухня, где каждый выполняет свои Свою обязанности. задачу, да. И если каждый не будет выполнять эту задачу на высоте, то, соответственно, будут большие проблемы. То есть если сегодня водитель проспит свой выезд, все, съемка не организована. Опять-таки, если режиссер монтажа пропустит какие-то там черные планы, микропланы, там план на план и так далее, то зритель это заметит и подумает, что произошло. Поэтому нам главное нужно работать качественно. И Это главное, в первую в команде. очередь. И в команде, да. А лицо современного чеченского телевидения, оно какое, если спрошу так? Послевоенный период для нашего, вообще для наших СМИ был очень нелегким. Я работаю с 2004 года, и скажу, даже в это время было очень нелегко работать. Почему? Во-первых, отсутствие нормального здания, отсутствие оборудования, техники, студий. И в целом было небезопасно выезжать на какие-то выезды, делать съемки и так далее. А сейчас, благодаря поддержке нашего главы Чеченской Республики, для нас созданы все условия. То есть у нас шикарные здания, у нас шикарные студии, у нас есть все условия просто для того, чтобы мы работали. И плюс еще наш глава, он всегда поддерживает журналистам. Журналистам оказывается финансовая поддержка, решаются любые проблемы. Журналисты награждаются государственными наградами. И спасибо нашему главе республики за эту огромную поддержку. И поэтому сегодня от нас что зависит? Выполнять свою работу на высоте. А работа СМИ, особенно на ТВ, это тяжелый труд, несмотря на свою легкость. Ваше мнение? Так, слышала такую фразу: выбери себе работу по душе, и тебе не придется работать ни единого дня в своей жизни. Насколько помню, это говорил Конфуций. И мне кажется, в нашу профессию приходят люди, именно истинные любители этой сферы. То есть здесь человек, и плюс еще талантливые люди. Человек, у которого нет таланта, да, мы все знаем, что, допустим, и в цирке животных можно обучить каким-то навыкам. Опять-таки, мы можем показать определенные навыки, определенный алгоритм работы, но если нет именно творческого потенциала, то человек долго не продержится в этой профессии. И мне кажется, что те, кто работают длительное время и вообще приходят в нашу профессию, это именно люди, у которых есть талант. И, соответственно, я думаю, что лицо телевидения, нашего телевидения, хотелось бы сказать именно чеченского телевидения, это большая дружная команда талантливых людей. Вот вижу профессионального журналиста. Вот как вы вернулись к прежнему вопросу. Молодец, молодец. Но, смотрите, один известный тележурналист как-то сказал, телевидение – это не то, что показывают, а то, что смотрят. Вот насколько вы согласны с этой мыслью? Я полностью согласна с этой мыслью. Почему? Потому что создавать контент – это наша первоочередная задача. Но этот контент, он должен быть востребован у зрителей. Если зрителям не нравится, то будет очень трудно удержаться, именно когда такая большая конкуренция. У нас очень много СМИ, качественных СМИ, и, соответственно, мы в первую очередь должны работать на потребителя информации. Поэтому наша главная задача, как я и говорила ранее, отвечать требованиям наших телезрителей.
С вами приятно работать. Личный вопрос, можно, Луис? Смотрите ли вы телевизор? Есть ли любимые программы, ведущие или еще что-то, что вам нравится в эфире чеченского телевидения? Я редко, можно сказать, у меня бывает возможность посмотреть телевизор, именно посмотреть его как обычная домохозяйка, там, может, какой-нибудь сериал и так далее. Когда бывает свободное время, я стараюсь посмотреть какую-нибудь интересную передачу. Мне больше нравятся такие передачи, где много анализируют, ну, на различные темы. Также я, естественно... Ну, как наша программа, например. Да. Естественно, я смотрю новости, и мировые новости, и всероссийские новости и так далее. Но мой фаворит из каналов, это, если говорить российских каналов, «Россия-24». То есть это канал, который у меня, можно сказать, включен всегда. И если говорить о ведущих, то я бы начала с наших ведущих. Я большая фанатка нашей телеведущей Табарк Хаджимуратовой. Это профессионал большой буквы. Это наша региональная, можно сказать, Екатерина Андреева. А так, если говорить по федеральному уровню, то мне нравится Мария Ситель, Брылев, ну и, естественно, наше мнение совпадает, Екатерина Андреева. И последних два моих вопроса. К сожалению, действительно, к сожалению, время нашего эфира заканчивается. Очень интересный разговор. Давно не работал со своим коллегой, тем более с таким профессионалом, как вы. Это действительно приятно. Вот скажите мне, будущее телевидения, как вы его видите, например, через 10 лет? Буквально 10 лет назад, ну, мало кто из нас знал вообще, что такое искусственный интеллект. Сейчас мы работаем с искусственным интеллектом, активно внедряем его в нашу работу. К примеру, на нашем телеканале есть программа «Английские, арабские новости». То есть наши ведущие по стандарту ведут выпуск на русском языке, а с помощью программы искусственного интеллекта мы делаем генерацию видео и аудио, и наши ведущие говорят уже на иностранном, любом языке, который мы хотим, мы можем хоть на китайском сделать, чтобы они заговорили. И я думаю, в будущем мы будем еще больше использовать искусственный интеллект в нашей работе в различных направлениях. Также мне кажется, что в будущем телевидение, но оно и сейчас, в принципе, такое, оно будет более интерактивным. То есть зрители смогут участвовать в процессе создания контента. Также мне кажется, что в будущем большую популярность будут набирать именно стриминговые платформы, потому что сейчас в режиме таком активном режиме жизни у людей не бывает время просто сесть и смотреть телевизор по определенному расписанию канала. Поэтому люди будут выбирать такие платформы, где, скорее всего, больше они смогут сами определить, что им смотреть. И вот такие платформы, они все больше и больше будут набирать популярность. И также, мне кажется, с годами качество выполняемой работы будет расти, качество контента будет расти, потому что очень много конкуренции, можно сказать. Все. Принимается. Спасибо. Спасибо, что пришли, ответили на наши вопросы, высказали свое мнение. Еще раз хочу поздравить вас с нашим днем, с Днем телевидения, со Всемирным днем телевидения. И у нас вот такой маленький презент от нашего телевидения. Вам лично, прошу. Спасибо вам Тут большое. есть все для работы и для чаепития. Классно. Поздравляю еще раз. И еще один маленький презент от нашего телевидения.
цветы в студию, будьте любезны. Вот такой красивый букет от нашего руководства, от нашего коллектива, тоже лично вам. С Днем Спасибо вам телевидения. большое. Поздравляю. Очень красивый букет. Да, да, И у вас есть 30 секунд, чтобы поздравить всех наших телевизионщиков профессиональным днем. Прошу, камера ваша. Свой профессиональный праздник я хочу пожелать коллегам творческого вдохновения, стремления к совершенству, а также смелости в освещении актуальных тем, сильной команды рядом, а также позитивного настроя. Амин. Спасибо. Еще раз удачи. С праздником. Амин. А на сегодня это все, дорогие друзья. Это была программа «Актуальная тема» на телеканале «Войнах». И заместитель директора ЧГТРК Грозный Луиза Батыжева, заслуженный журналист Чеченской Республики. Я присоединяюсь ко всем словам поздравления нашего дорогого гостя. И говорю вам, коллеги, с праздником, удачи вам и легких эфиров. А самое главное, не болейте, будьте здоровы.